друзья, уже ночь практически. Мы сейчас находимся на АЗС «Паритет», а значит мы двигаемся в дальний путь. Поедем мы на Еланку на слет скалолазов и альпинистов. Ну что, друзья, мы находимся сейчас на слете скалолазов, альпинистов. Перед майскими праздниками по традиции они собираются на скалах Еланки. Вчера мы поздно приехали, поздно вечером, и разместились в двух лагерях. Получается, школьники находятся внизу, а ребята постарше находятся вот там на горе. Ребят, пару вопросов ответьте. Что для вас скалолазание? Спорт, адреналин. Хобби, отдых. Личное удовлетворение. Вид спорта. Вид спорта. А что самое сложное в скалолазании, как думаете? Достигнуть цели. Нет. Взять топ. У каждого свой топ или есть какой-то? У каждого свой топ. Каждый сам себе ставит цель? Да. У кого-то получается, у кого-то нет. Зависит от человека тоже. Сегодня мы приехали в рамках подготовки к уже третьему фестивалю «Еланка». В этом году он расширяется. В год молодежи мы уже под крылом Министерства молодежи, Федерации скалолазания и альпинизма привлекаем еще другие федерации, учреждения. И у нас в этом году будут соревнования не только по скалолазанию, но и по водным видам экстремального спорта, по стрельбе, по спортивному ориентированию, возможно, и по туризму. То есть добавятся элементы туризма. Сейчас вот только апрель, но ребята уже выехали на природу, они уже здесь ночуют, уже готовятся в ожидании, поэтому в год молодежи мы ожидаем, что будет больше участников и лучше качественная подготовка, потому что одна из основных целей для нас – это популяризация экстремальных и альтернативных видов спорта в молодежной среде. Экстремальными видами спорта занимается такая молодежь, которая любит дух романтики, и они как раз-таки, когда начинаешь заниматься, человек втягивается. Я вот в детстве сама занималась спортивным ориентированием и туризмом, поэтому для меня данное направление очень близко, и поддерживаю молодежь не просто потому, что по работе, а действительно болею за них душой и мыслями.
Так, давай, Аня, с тебя начнем. Сегодня ты в очередной раз, да, уже? Да, уже неоднократно. Сколько раз ты Zero покоряла? С 2011 года ежегодно, уже лет 5-6, наверное. Каждый год, да? Каждый год, да. Изначально была одна трасса Zero, она как бы чуть-чуть выше от самой верхней станции. Изначально вот эта трасса ее проходила в 2011 году. Но на тот момент была, конечно, самая из сложных. Сейчас уже более новые трассы пробиты. Я одна из первых девушек, кто пролез вообще эту трассу после того, как ее пробили. А твои самые первые впечатления, когда ты поднялась на эту вершину? Ну, эмоции просто зашкаливали, адреналин тоже зашкаливал. Просто это неописуемые ощущения были. А самое главное, то, что не то, что ты даже залез, а вот красота на нашу Лену, вот эта высота, оно снизу не так смотрится, как сверху. Оно сразу как-то вот ощущение, что ты паришь в воздухе, не знаю, зашкаливает все, эмоции, просто восторг. Итак, сегодня уже третий день на Иланке, на маевке скалолазов и альпинистов. Вот позади меня находится лагерь для школьников, которые учатся скалолазанию. Ну а наш лагерь находится вон там, на горе. Соответственно, я думал, что будет как в прошлом году. Все будут размещаться внизу, на берегу. Поэтому даже не взял палатку. Но вот, чтобы сходить позавтракать, пообедать, поужинать, нужно преодолеть вот такой вот... Нужно сделать такой вот небольшой фитнес. Так сказать, нагулять аппетит. Ребята, занимайтесь скалолазанием, это очень интересно. Просто не соскучишься в таком виде спорта. Здесь и открытый воздух, и экстрим, и физуху качаешь. Так что приходите к нам. Это вам не в танке играть? Да, ребята, это вам не в танке играть. Здесь адреналинчик по полной кушать. Сколько ты занимаешься скалолазанием? Я занимаюсь где-то 1,5 года, с прошлого сентября, с сентября 2015 года. А что послужило толчком начать заниматься скалолазанием? Не знаю, наверное, просто интересно было попробовать, что это такое. В первый раз я попробовала в 2013 году в Хельсинки. Это было очень сложно, мне непонятно. А когда пришла сюда, я очень обрадовалась, что в Якутске открылся скалодром в центре. Я пришла, еще встретила Вику, свою знакомую тогда еще. И на скалодроме очень хорошая атмосфера, очень дружелюбная. Мне понравилось, и я решила продолжить заниматься. Да. А есть какие-то изменения, вот, которые ты почувствовала, что вот как ты до того, как ты как бы даже не знала о скалолазании, например, и вот как начала заниматься? Да, у меня стало очень много друзей, очень мало денег. Трасса тяжелой, категория сложности где-то 6Б, довольно сложно и интересно. Она одна из самых длинных здесь на Иланке.
хот-догов начинается!